Не менее масштабным выдался уходящий год и по количеству культурных мероприятий. Красочные фестивали, долгожданные гастроли, яркие премьеры и, конечно же, масштабные обновления. Охватить все просто невозможно. Вспомним самые зрелищные из них. Сюжет Анны Голобаевой. Артисты Осетинского театра в этом сезоне удивили поклонников спектаклем Костахи Тагурова «Сей человек». Сюжет повествует о последнем дне жизни Христа и предлагает задуматься над извечными вопросами о мире в целом и о роли человека в нем. В параллель со спектаклем дали еще одну премьерную постановку «Демон» по сюжету одноименной поэмы Михаила Лермонтова. Над ней, полностью переведенной на осетинский язык, работал режиссер Роман Габрия. С помощью гаммы чувств и пластики артисты передали восточную легенду о том, как печальный демон полюбил юную княжну и, что примечательно, действия событий происходят в наши дни. В год столетнего юбилея выдающегося мастера Георгия Хугаева на сцену вновь вернулась любимая многими поколениями пьеса «Чепина». Дегорский театр порадовал спектаклем «Миллионы Асланбека». Пьеса, написанная в жанре народной комедии, рассказывает о жизни сельских обывателей и в легкой юмористической форме показывает, к чему приводят жадность и зависть. После долгого перерыва конно-драматический театр «Нарты» вновь радует зрителей фантастическими и зрелищными трюками, где каждое движение отточено до совершенства. В этом году наши наездники стали почетными гостями крупнейшего в России фестиваля «Иваново поле» и представили часовую концертную программу «Нарты. Легенды возвращаются». Уникальное мастерство и виртуозное исполнение номеров уже во время репетиции покорили зрителей и коллег. В Русском академическом театре провели аж 6 премьерных спектаклей. Среди них «Шпинат с жареной картошкой», «Любовь несмотря ни на что», «Любовь вопреки», «Нам 150». В том числе знаменитая пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарда Альбы». Режиссер постановки Александра Тейнина. Девушка постаралась напомнить о том, что порой, стараясь оградить близких от жестокости внешнего мира, мы сами приносим им страдания и боль. Теперь понятно, зачем они приходят на похороны. Не забыли и о маленьких зрителях. Поклонников детского творчества перенесли в увлекательное путешествие всем известные персонажи Гофмана и сказочного «Щелкунчика». Яркая световая игра, красочные костюмы и декорации стали предновогодним подарком для детей и взрослых. Волшебную атмосферу продолжила еще одна поучительная история героя абхазского нартского эпоса в фольклорном «Богатыре Сосруко». Премьеру представил театр юного зрителя «Шаби». Ее 2 года держали на паузе, пока менялся состав труппы. К работе над сказанием подключился режиссер-постановщик от Гурковы из Абхазии. Чтобы еще больше заинтересовать зрителям, во время спектакля на экране была песочная анимация художницы из Москвы. Над антуражем работали год. Чтобы у молодежи была возможность бесплатно посещать музеи, выставки, концерты в стране, разработали новую программу «Пушкинская карта». С ее помощью свободное время можно провести интересно и с пользой. Это касается и фестивалей. В этом году в рамках театральной осени с творческой программой в республику приезжали артисты из Башкортостана, Дагестана, Калмыкии. Его во Владикавказе провели впервые. Также с большим успехом на сцене Русского театра выступил коллектив из Чувашии. Актеры представили мистическую комедию «Музыка для толстых» по пьесе Петра Гладилина. В постановке слились воедино реальное и нереальное. Костюмы и прически в стиле ретро, необычные декорации, тусклый свет, отблески теней погрузили зрителей в таинственную атмосферу. Еще одним значимым событием стал приезд маэстро Валерия Гергиева вместе с труппой Мариинского театра. Артисты подготовили сразу 3 оперные постановки. Мы давно хотели сделать и «Щелкунчик» здесь, на сцене театра во Владикавказе. Мы только что говорили с главным балетмейстером Сувановым о том, чтобы ускорить эту долгожданную премьеру. То есть спектакль, он с огромным наслаждением воспринимается и взрослыми, и детьми. Фестиваль открыли фрагментами из оперы «Волшебная флейта» Моцарта под управлением талантливого молодого дирижера Георгия Албегова. В этот же вечер дали и Иоланту Чайковского. На этот раз за пультом стоял сам Валерий Гергиев. Артисты исполняли свои партии на немецком языке. Обе постановки представили в полусценической версии. Много думаем о том, чтобы расширить репертуар здесь театра. Уже год назад мы привели в порядок этот театр. Это стоило огромных усилий, огромных затрат. Мариинский театр на это пошел, и сейчас театр здесь готов к любым, мне кажется, спектаклям. И я ожидаю 2023 год
нам удастся сделать очень щедрым на крупные события. Такой твердый план у нас есть. Любовь и ненависть, предательство и верность – история, в которой перипетии судьбы главных персонажей неразрывно связаны между собой. Бессмертная шекспировская пьеса «Отелло» стала завершающим этапом грандиозной программы. В постановке задействовали местных артистов и хор театра оперы и балета. Невероятные по мощности голоса в сопровождении с утонченной музыкой. Чувственные живые диалоги держали в напряжении до последних секунд. Такие произведения лучше смотреть подготовленными. Важно уметь читать между строк. Мариинский театр, куда бы он ни приехал, это везде значимое событие, значительное событие на самом деле. Нам, конечно же, безусловно, приоритет в этом отношении, потому что у нас есть филиал Мариинского театра. И, конечно же, приезд маэстро Георгиева со своим оркестром и спектакли, которые были показаны здесь, это, конечно, тоже очень значительно. И для любителей театра, для любителей музыки это очень большое событие. 22 год выдался очень насыщенным в плане мероприятий. Конечно, все наши подведомственные учреждения работали в плановом режиме. От традиционных масштабных декораций к камерным постановкам в Осетинском театре открыли малый зал на 70 человек. Теперь здесь ставят спектакли, антрепризы, проводят поэтические вечера. А вот масштабное обновление здания начнут в следующем году. В 2023-м планируют строительство долгожданного здания конного театра «Нарты» на 600 человек. Новая конюшня позволит увеличить количество лошадей, а швейный цех и другие необходимые производственные помещения наладить и систематизировать работу. А вот в Русском театре работы ведутся полным ходом. Сейчас там продолжают реставрировать северный и южный фасады. До этого полностью обновили центральный. Изменения коснулись и дома-музея Вахтангова. Заменили крышу, часть окон отреставрировали, а двери воссоздали по сохранившимся первоначальным образцам. На этой неделе открыли полностью отремонтированное здание госансамбля «Алан». В этом году творческий коллектив поставил сразу 2 зрелищных номера – круговой осетинский жилга-кафт и чеченский народный танец. А особый колорит народов Кавказа теперь передают яркие костюмы модельера Изольды Гагичаевой. В театре Шаби тоже новый зал. Прямо на сцене установили подвижной круг, благодаря которому декорации сменяются прямо во время спектакля. А для удобства детей специальные сиденья высотой 80 сантиметров с оригинальным механизмом. 2022 год был одним из самых богатых в деле сохранения объектов культурного наследия в нашей республике. Это касается и театров, это касается и, как я уже говорил, о доме Вахтангова, это касается и горных объектов, башен, святилищ, древних церквей. Этот год для нас был действительно сложным с точки зрения реализации этих проектов, но радостным от того, что государство наконец обратило на эту важнейшую отрасль нашей жизни такое пристальное внимание. Мир искусства невозможно представить без оттенков, красок и безмолвной красоты. В этом году были десятки выставок. Гений места, венецианские строфы, сны летних ночей, вдохновением, дагестанская Мадонна, пространство и традиция, возвращенные имена. Новые премьеры, выставки, фестивали стали большим подарком в уходящем году. Они наполнили сердца зрителей добром, надеждой, поддерживали в тяжелые моменты и вдохновляли на новые свершения. И, конечно, подарили чуточку волшебства. Анна Голобаева, Бимбулат Зуцев, Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге».